культуры. Даже на закате этого длинного пути, которому было отмерено 70 лет на заре туманной перестройки, ослепивший до ступора своим прожектором всю экономику большой страны, в Татарии все же наскребли по сусекам на первый детский, как бы мы сейчас сказали, мюзикл. Музыкальные приключения сказочного котика Мырау Батыра собрали у телеэкранов сотни тысяч детских глаз, взирающих на чудо татарского эстрадного искусства. Бродвею такое и не снилось. И тогда еще костюмов-то не было на телевидении. Костюмы взяли в оперном театре. Был такой спектакль у них «Кошкин дом». 20 лет его играли. В моем костюме оперная певица 20 лет играла спектакль. Он весь сгнил. Я на себя одел этот костюм. И он начал рваться то там, то тут. Это было очень смешно, конечно. Но мы так проходящая работа думали. Но неожиданно эта работа получилась. Поэтому меня на всю жизнь сопровождает. Как только меня увидят, или кто-то там интервью берут, или на улице кто-нибудь узнает: ой, Мырау Батырабы, Мырау Батырабы. Прошло уже 35 лет, а народный артист Татарстана Ильдар Хайруллин эту роль вспоминает с большой любовью. Песни мюзикла разлетелись как соловьи, их мурлыкали под нос, стучали ногой в такт. Знаменитый артист сегодня называет 3 веские причины популярности и востребованности той музыки. Она создавалась профессионалами и соответствовала духу того времени и возрасту аудитории. Ну, естественно, мы же не можем для детей писать песни. «Поцелуй меня, я уже большая взрослая». Это же не по адресу. Беда у нас еще в том, что это, которые пишут для детей, это наши бабайки, которым далеко за 40, за 50 лет. Они пишут для детей. А у детей сейчас совершенно другие требования, другие интересы. Вот если им сейчас показать «Серую шейку», «Буратино», «Чиполлино», они это не смотрят, они удивляются, что это за произведение. У них сейчас другие мультфильмы, другие герои, язык другой.